Направление оториноларингологии президентской клиники представлено широким спектром оказываемых услуг по заболеваниям уха, горла, носа как на уровне поликлиники, так и стационара. Приходят пациенты с хроническими заболеваниями носа, такие как синуситы, гайморит, фронтит. Лечение здесь самым современным методом – это эндоскопическая риносинусохирургия. Безболезненно сокращает срок пребывания в отделении. Операции все проводятся под общим наркозом. Также у нас хронические средние отиты, слухоулучшающие операции – это тимпанопластика. Все виды тимпанопластики улучшает под микроскопом. И эндовидеохирургия. Также заболевания гортани. Здесь мы применяем основные, это лазер СО2, который не везде в Казахстане принимаются такие оборудования, как у нас. Все обследования дооперационные проводятся у нас в отделении или поликлинике пациента. Для этого у нас есть все необходимое оборудование. Есть специалисты, сурдолог, фониатор. После обследования мы делаем отбор на операцию. Проводили такие операции, как кохлеарная имплантация на ухо. Одно из клинических направлений – различные нарушения голоса. Это такая большая группа заболеваний, которая называется дисфония, проявляется различными нарушениями голоса. Все мировые стандартные исследования в мире ларингоскопии, проблем голоса, в больнице управляем президентом мы оказываем. То есть мы делаем прямую ларингоскопию, мы делаем стробоскопию, мы делаем гибкую назофаринголарингоскопию. Это те методы, которые используются для диагностики во всех клиниках уха, горла, носа по всему миру. Именно в плане гортани, голосовых связок. Поэтому я не вижу смысла нашим пациентам ехать куда-то за границу, тратить большие деньги на перелеты, трансферы на отели, когда это все можно сделать в одном месте. Такой больнице, как больница управляем президент. Обратившись в президентскую клинику, пациенты с проблемами уха, горла, носа получают полный цикл диагностики, лечения и реабилитации, вплоть до послеоперационного наблюдения. В основном я специализируюсь по уху, то есть определяю звукопроводимость, звуковосприятие, патологию, определяю патологию головокружения, определяю патологию шум в ушах. Совместно с нейрохирургами мы работаем над этой. То есть наша уникальность в том, что мы именно не только ухом занимаемся, но и сопутствующие сейчас проблемы современности – это шум в ушах, это головокружение. Соответственно, их диагностика и лечение. Плюс отохирургия на высоком уровне развита, то есть в каждом кабинете у нас есть аппараты, инструментальные исследования, в которых мы можем точностью определить патологию уха внутреннего и среднего, плюс наружного. То есть микроскопом мы смотрим пациентов, аудиограмму делаем, соответственно, и определяем, как мы можем пациенту помочь в первую очередь, потому что лечить, диагностировать – это одно, но мы должны в первую очередь помочь пациенту комплексно. При заболевании гортани мы принимаем лазер, то есть СО2 лазер, бесконтактный, на расстоянии, удаляем доброкачественные опухоли гортани. Есть открытые операции на гортани, эндоларингеальная операция. Мы делаем эндоларингеальные с помощью лазера и микроскопа. Поэтому после таких операций пациенты быстро восстанавливаются, малоинвазивные методы лечения и пребывание пациентов в отделении сокращается. Самый современный метод на сегодняшний день – это холодно-плазменная аблация лор органов. То есть здесь можно, начиная от тонзиллэктомии, аденотомии, доброкачественные опухоли гортани, глотки, корень языка с помощью каблатора. Преимущество каблатора – они меньше дают ожог, там 50-60 градусов, то есть быстрое заживление, плюс
кровотечение меньше. Синдром обструктивного апноэ сна – это когда человек задыхается во сне, когда храпит, и это остановки дыхания во сне. В нашей больнице управления президента мы проводим все стандартные в мировой практике исследования, такие как респираторный мониторинг и ночная полисомнография. Это исследования функциональные, которые позволяют зафиксировать вот эти вот остановки дыхания во сне, зафиксировать нарушение сердечного ритма, которые тоже ассоциированы с остановками дыхания во сне, зафиксировать нарушение структуры сна, потому что во время этого исследования проводится электроэнцефалография головного мозга. И зафиксировать, самое главное, вот эти вот факты кислородного голодания организма во время сна, во время остановки дыхания во сне. Также отоларингологи президентской клиники с помощью новейших методик и современного оборудования успешно решают проблемы острых и хронических воспалений, доброкачественных новообразований, заболеваний уха, горла, носа, нарушений голоса. На поток поставлены слухоулучшающие, слухосохраняющие и пластические операции.